Каждый год Абхазию посещают сотни тысяч туристов. Их привлекают чистый воздух, обилие фруктов и, конечно же, Черное море. Однако, какой бы теплой ни была вода, самым важным фактом остается безопасность купающихся. Согласно предписаниям МЧС Абхазии, администрации городов и районов должны были подготовиться к пляжному сезону, очистить морское дно от опасных предметов, установить ограничительные буи, а также разрешающие или же запрещающие знаки. Однако не во всех пляжах столицы соблюдены эти правила. По Сухуму подготовили Айтар, подготовили пляж, все как положено у них по всем пунктам нашего предписания. Городской пляж, как видим, до сих пор ни ограничительных буев нету, хотя они закупили, они у нас лежат. Не закупили грузы, сейчас грузы закупают и веревки к ним. И как вот буквально сегодня-завтра они сказали, это все привезут и будем выставлять ограничительные буи. Во время всего купального сезона на каждом пляже в радиусе 500 метров должен находиться спасатель со спасательной лодкой. Но и они есть не везде. В районе маяка так называемый есть дикий пляж, где нет ни волнорезов, естественно, ни буев, ни всего остального. И там тоже очень многие люди купаются. И там нету ни спасателей, естественно, и никто за этим не следит. По Гудауте ничего не сделано. Глава администрации, мы с ним несколько раз обговаривали, но, как он нам заявил, деньги были не заложены на это все, поэтому ничего не сделано. По Гагре водолазы осмотр и очистку подводной части сделали. Именно центральный пляж выставили буи, но в остальных так называемых диких пляжах, как я сказал, ничего нету. Если в одних районах пляжи до сих пор не готовы к летнему сезону, то есть и образцовые, где соблюдается все для безопасного купания. В Тамышах образцовый пляж, там у них все практически есть, и спасатели, и спасательная лодка, и буи, и мачта. И вот в Айтаре также все сделано, ну, практически 2-3 пляжа. В первой половине дня на сухумских пляжах достаточно чисто. Однако при ближайшем рассмотрении все же можно наткнуться на мусор, особенно в тех местах, где в море впадают реки. По словам некоторых туристов, им не всегда хватает благоустроенности и условий для отдыха на пляже. Нам все нравится, море бодрит, но не хватает санитарных комнат, да, где туалет может быть душевые более качественные, кафе. А так вообще? Страна души нам очень нравится. Море хорошее, нравится. Ну, немножко погода подкачала, а сейчас все нормально. Пляж плохо, не убирается. Вот. Потом вот это вот, что волна накатила, нужно периодически все это к морю сгребать какой-то техникой, потому что вот я сама с Краснодарского края, у нас на побережье делается так. В Крыму была, там получше пляжи, чем у вас. Здесь у вас первый раз. Ну, там они оборудованы, то есть тены закрытые, зонтики, значит, плюс разные развлечения на пляже имеются. У вас этого совсем нет. Мы привыкли к песочку, поэтому нам, конечно, необычно галька. Ну, нормально, чистенько, дно чистое, ровное, все нормально. Нормально, да, нам понравилось. Я не первый раз в Абхазии, мне все очень здесь нравится. Вам добавить чуть-чуть инфраструктуры, чистоты на пляже, убрать собак с пляжа однозначно. Я очень люблю животных, но когда они здесь справляют естественную нужду, я считаю, что это неверно. Вот, приятные цены, климат, отсутствие толп народа, не так, как, например, в том же Сочи. Вкусная еда. Солнце, море, горы, что еще нужно? В Абхазии много рек, которые впадают в море. В их устье в радиусе 20 метров купаться запрещено. Однако не всегда наличие соответствующих знаков останавливает людей. Помимо этого, несмотря на плохую погоду или шторм, люди продолжают купаться. Увы, это не всегда заканчивается хорошо. По Гагрскому району, как мы знаем, 2-3 дня был шторм. Практически весь личный состав МЧС Гагрского района ходили по берегу и вытаскивали людей с моря.
Несколько раз даже одного и того же вытаскивали, он все равно заходил. Я не знаю, люди видят все, что это небезопасно, им это говорят, но и тем не менее они заходят в море. И были люди в нетрезвом состоянии, заходили в море, а в нетрезвом состоянии категорически запрещено и не только в штормовую погоду, но и в штилевую погоду заходить в море. Но и тем не менее они заходили, не слушали, говорили, что у нас 2-3 дня осталось, мы никак не зайдем в море. МЧС Абхазии также настоятельно просит родителей не оставлять детей без присмотра в море. Это опасно для жизни ребенка. Дети, естественно, до 10-15 лет, они шустрые, они не следят, куда они убегают, куда заплывают. А бывает много случаев, когда родители ложатся загорать и засыпают. И не видят, куда дети их убежали, куда уплыли. Поэтому в первую очередь просьба такая: следить за своими детьми. Это самое главное. На побережье Абхазии большое количество непригодных причалов, где категорически нельзя купаться и пришвартовываться. Как говорится, прозрачная морская вода тоже может таить опасность. Помните о преломлении света. Вам может казаться, что глубины достаточно для безопасного прыжка, но проверять это, рискуя собственной жизнью, плохая затея. Сария Кварцхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.